Антикоррупционный медиа-центр провел мониторинг поездов, в ходе которого выяснилось, что немногие люди полностью знают о своих прямых правах и обязанностях. В первую очередь, пассажирам стоит помнить, что они вправе бесплатно провозить с собой одного ребенка в возрасте до 7 лет, если он не занимает отдельного места. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет оплачивается лишь половина стоимости билета, 50%. При этом, на один полный или детский билет можно взять ручную кладь весом не более 35 килограммов. Если багаж весит больше, то он подлежит сдаче в багажный вагон, сказал председатель антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов на брифинге в Нацбюро по противодействию коррупции. Касательно возврата билетов, он отметил, что пассажир может вернуть их полную стоимость, если до отправки поезда осталось больше 24 часов. Если свыше 6 часов, то удастся получить 50%. Судя по комментариям в соцсетях, многие пассажиры сталкиваются с проблемой подзарядки мобильного телефона в дороге. За пользование электророзеткой проводники требуют дополнительную плату 200-300 тенге за час. Но это незаконно. Вне зависимости от типа вагона и категории поезда по уровню комфортности, в пассажирских поездах заряжать мобильные телефоны внутри купе можно бесплатно. Конечно, если это предусмотрено заводской конструкцией вагона и при наличии необходимого уровня напряжения тока, предусмотренного электрической схемой, добавил Толеген Байгулов. Кроме того, в ходе пресс-конференции Байгулов рассказал об обязанностях проводника вагона. Немногие знают, что проводник должен бесплатно предоставить не только стаканы и ложки, но и швейный набор, иголки, нитки, ножницы, аптечку и даже настольные игры, шахматы, шашки, домино. Хотя, как показывает практика, подобный набор имеется далеко не в каждом поезде. Также проводник должен сам приносить белье пассажирам и помогать инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми застилать его. При этом, по просьбе пассажира, он обязан бесплатно выдать, установить и закрепить ремни безопасности на второй полке, отметил он. Еще одним заблуждением, по словам Байгулова, является сдача белья проводникам. Как правило, за полчаса до прибытия поезда на конечную станцию они требуют, чтобы все пассажиры собрали и сдали постельные принадлежности. На самом же деле, собирать белье, следить за его сохранностью и сдавать в прачечную – прямая обязанность проводника. Причем собирать его он должен после выхода пассажиров. Только в исключительных случаях, по разрешению пассажира, он может собрать постель за 30 минут до прибытия на станцию, заключил Байгулов.